ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وثمرة فؤادنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Anas radijallahu anhu приводит от посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассаляма и говорит, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям أكل خشنا ولبس خشنا لبس الصوف واختذى المقصوف. قيل للحسن ما الخشن؟ قال غليظ الشعير. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيغه إلا بجرعة من ماء. رواه ابن ماجه والحاكم. Анас радиjallahu анху рассказывал и говорил, что у посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассалям еда, говорит, которую он пил, ел, тоже, говорит, еда, говорит, была грубой едой, одежда тоже, говорит, была грубой одеждой. Одежда, говорит, была из шерсти, шерстяная одежда. Как бывает, когда человек одевает из шерстяную одежду, тело чешется. Значит, бывает грубая, не такой, как мягкий материал же бывает шерсть, да? Она бывает грубая для тела. Одежда, говорит, пророка, алейхиссалату вассалям, говорит, была из шерсти. И тогда у Хасана, говорит, спросили, а что, говорит, является грубой относительно еды? Какую грубую еду ел пророк, алейхиссалату вассалям? Он сказал, что пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, ел ячмень грубого помола. Ячменная мука грубого помола. И то, что сделано из нее лепешки, из этой грубой ячменной муки, невозможно, говорит, было проглотить, пока, говорит, за ней воду не запивал. Не запивая водой, говорит, ее проглотить, говорит, было невозможно. Вот такое, говорит, ел, и из шерсти, говорит, одежду одевал Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям. وعن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كانت الأنبياء يستحبون أن يلبسوا الصوف ويحتلبوا الغنم ويركبوا الحمر. رواه الحاكم. Воистину, говорил Абдуллах ибн Масуд, что пророки, они любили одевать из одежды шерстяную. Они любили, желали пить, значит, подаив овец, значит, молоко овец, говорит, они доили и, говорит, ее пили. И они садились, говорит, верхом, значит, на верблюдов. Значит, вот это, говорит, они больше всего любили. Равахуль хаким мавкуфан. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: براءة من الكبر لبوس الصوف ومجالسة فقراء المسلمين وركوب الحمار واعتقال العنز والبعير. رواه البيهقي وغيره. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал: избавление от гордости в следующих вещах. Как человек может избавиться от гордости, надменности? В нем, говорит, избавление в следующих вещах. Одевать шерстяную грубую одежду. Садиться почаще с факирами и мискинами. Садиться верхом не на лошадей, не на верблюдах, а садиться верхом на ослов. И, значит, пасти коз и верблюдов. Вот, значит, вот эти действия, говорит, они являются причинами, которые убирают, говорит, с сердца человека гордость. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم
وعليه مرط مرحل من شعر أسود. رواه Муслим. Однажды, говорит, Аиша рассказывает, однажды, говорит, вышел к нам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. На нем, говорит, была нижняя одежда, изар, на котором, говорит, были изображения седл из черных волос. Значит, имеется в виду, нижняя одежда была, значит, из черной шерсти сшитая, значит, шерстяная грубая одежда, говорит, была на посланнике Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. وعن عائشة أيضا رضي الله عنها قالت كان وساد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتكئ عليه من أدم حشوه ليف. Аиша, радийаллаху анха, говорила, что подушкой, на которой, значит, ложился пророк, алейхиссалату вассалам, ставил свою голову, не были такими мягкими подушками, как сегодня у нас. Подушкой пророка, алейхиссалату вассалам, говорит, была подушка, сшитая в форме подушки из кожи, а внутрь этой кожи, она, говорит, была забита из, значит, волокон этого пальмового дерева, на ней были мягкие волокна. Вот мягкое, вот на кукурузе же видели, на наконечнике кукурузы тоже бывает. Вот из этого, говорит, забитая вот внутренностью кожаная, говорит, была подушка пророка, алейхиссалату вассалам. وعن عتبة بن عبد السلامي رضي الله عنه قال استكسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكساني خيشتين فلقد رأيتني وأنا أكسى أصحابي. Однажды Утбат ибн Абдин ас-Сулами рассказывает, я, говорит, однажды у пророка, алейхиссалату вассалам, попросил, говорит, для себя одежды. Пророк, алейхиссалату вассалам, говорит, на меня, говорит, одел хайшатайни. Хайшатайни – это одежда, которая, значит, в грубой форме сделана из хлопка. Хлопчатая одежда, грубая одежда, не мягкий, значит, не смягченный, а из грубого, значит, грубыми нитками из хлопка сделанная, говорит, одежда, говорит, значит, была эта одежда, которую, говорит, меня подарил, на меня, говорит, одел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Когда, говорит, я в этой одежде, говорит, вышел к асхабам, эта моя одежда из такой грубой, значит, хлопка, говорит, была самой красивой среди всех асхабов. Аллах. Вот эта грубая одежда тоже была, говорит, на самой лучшей среди остальных асхабов, значит, моих друзей. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال. Аля Асхаба рассказывает, длинный хадис буду переводить сразу. Аля Асхаба рассказывает, однажды, говорит, утром, зимним утром, я, говорит, вышел из дома голодным, не было, говорит, дома ничего есть. И меня, говорит, уже, значит, убивал, говорит, меня холод, сильный, говорит, холодный, говорит, день, говорит, был. Я, говорит, на себя накинул одежду из шерсти, укутался в нее, засунул свою шею в эту одежду, посередине, говорит, завязал пояс. Моим, клянусь Аллахом, ничего, говорит, в моем доме, говорит, не было поесть. Аля Асхаба, дочь, зять, значит, пророка, алейхиссалату вассалам, муж дочери посланника Аллаха, радийаллаху анху, говорит, клянусь Аллахом, ничего, говорит, у нас в доме поесть, говорит, не было. Если бы, говорит, и в доме пророка тоже, говорит, не было, саллаллаху алейхи вассалям, если бы, говорит, в доме пророка, алейхиссалату вассалам, хоть что-либо, если было бы, до нас тоже это, говорит, дошло бы. То, что у нас нету, говорит, это означает, что в доме пророка тоже ничего нету кушать. Затем, говорит, я пришел к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в мечеть. И пророк, алейхиссалату вассалам, в мечети сидел в кругу некоторых своих сподвижников. Когда, говорит, я пошел, присел, вдруг появился Мус'аб ибн Умайр. Мус'аб ибн Умайр.
был самым красивым, самым опрятным. На Мус'аб ибн Умайре, пока он не принял ислам, была самая шикарная одежда. Этот Мус'аб ибн Умайр, когда он принял ислам, уверовал Аллаха, уверовал пророка, когда его сердце зашел иман, он отвернулся от дунья, отвернулся от мирского, от богатства, от всего отвернулся этот Мус'аб ибн Умайр. И Али Асхаба рассказывает, когда, говорит, я сидел с пророком, алейхиссалату вассалам, появился этот Мус'аб ибн Умайр. У него, говорит, была накидка, на которой, говорит, были, значит, большие латки, значит, порванная одежда с большими латками, говорит, зашел Мус'аб ибн Умайр в то время, когда он в свое время, говорит, был самым богатым, состоятельным юношей в Мекке. Когда, говорит, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, увидел Мус'аб ибн Умайра в таком состоянии, потекли, говорит, слезы с глаз посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Расулуллах вспомнил, каким он был, значит, состоятельным, значит, благополучным состоянии мальчик, каким он стал, значит, юношей. Это все вспомнил, говорит, пророк, алейхиссалату вассалям, потекли, говорит, значит, слезы с глаз посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Затем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Антумуль яума хайрун». Сегодня ли лучше ваше состояние, или же лучше будет ваше состояние в тот день, когда к вам принесут один поднос полной еды, переполненный мясом, после того, как его заберут, принесет другой поднос перед вами полной еды. Вот так, значит, еда, говорит, будет для вас обильной. И один день, говорит, будете одевать одну одежду, в другой день будете одевать другую одежду. Вы начнете на свои, значит, дома вешать покрывалы, как сегодня вы на Каабу вешаете черные покрывала, вот так начнете на стены домов вешать ковры, вешать покрывала, вот так будете украшать ваши дома. Тогда асхабам пророк спрашивает, что лучше, сегодняшний ваш день, кушать нету, одежды нормальной нету, или будет лучше для вас тот день, когда вот эта дунья станет для вас обильной, роскошной, благосостоятельной? Асхабы сказали: «Я Расул Аллах, тот день, говорит, будет лучше для нас, чем сегодняшний день, одевать нету, кушать нету. Тот день, говорит, для нас будет лучше, потому что, говорит, тот день мы сможем освободиться для ибадата. Не будем думать о еде, не будем думать об одежде, мы освободимся для ибадата». Тогда пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Баль антумуль яума хайр». Чем тот день, вот этот день, говорит, лучше, говорит, для вас, сказал пророк, алейхиссалату вассалам. Чем тот день, этот день лучше для вас. На этом остановимся. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.